Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Продолжение транспортного сообщения. В Якутии одобрили строительство моста через реку Вилюй. Куда направить средства детей столетия? Целевой капитал можно использовать по 8 различным направлениям. Причиной всему послужило короткое замыкание. В Алдании ликвидировали пожар в жилом доме. Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров принять в ближайшее время решение об индексации пенсий. Он отметил, что этот вопрос социального характера касается миллионов граждан России. Принятые ранее решения не позволяют покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года, пояснил Путин. Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы с 1 января 2022 года. В среднем они выросли до 18 521 рубля. Эта мера затронула около 30 миллионов человек. Как отмечал президент ранее, инфляция по итогам 2021 года может превысить 8%. Мероприятия по обеспечению северных и арктических территорий республики основными жизненно важными товарами выполнен на 25,8%. Об этом сообщил первый вице-премьер региона Дмитрий Садовников. На особом контроле правительства Якутии остается поставка топлива по автозимникам. В частности, как сообщил Садовников, мониторинг за добычей и накоплением угля в разрезе Джиба-реки-Хая и поставкой сырья с Кемпиндяйского угольного разреза в Алекминский район ведется ежедневно. Главгосэкспертиза одобрила строительство моста через реку Вилюй в Якутии. Также на участке построят мост над рекой Менекен, скотопрогоны для пропуска животных, водопропускные трубы и площадку отдыха. Напомним, 14 ноября 2021 года в рамках заседания Президиума Госсовета президент страны поручил Министерству транспорта Российской Федерации решить вопрос с обеспечением к 30 году круглогодичного бесперебойного транспортного сообщения по федеральным автодорогам Лена, Вилюй и Колыма. Между тем, толщина льда на основных реках республики по большей части меньше нормы. Как сообщает Якутское управление гидрометеослужбы, толщина льда на реках Якутии преимущественно меньше нормы на 5-40 сантиметров. Исключение составили река Алдан, у гидропоста Крест-Хальджай, нижнее течение реки Индигирки и участок реки Колымы, Зырянка-Среднеколымск, где толщина льда на 6-28 сантиметров больше нормы. Отмечается, что прирост толщины льда за декаду составляет от 5 до 15 сантиметров. А на Лене у гидропоста Сангары в пределах Кобяйского района 28 сантиметров. В Якутске рассмотрели проект федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в стране. Совещание организовала Общественная палата совместно с Советом муниципальных образований республики. Какие вопросы поднимались и какие поправки предложили участники обсуждения, расскажет Евгений Тайтонов. Основная тема обсуждения – изменения в законопроект о местном самоуправлении. Согласно поправкам, будут ликвидированы дублирование обязанностей между администрацией района и Наслега. Проектом предусматривается, что в каждом населенном пункте будут созданы территориальные органы местной администрации – управы. Будут на местах главы управ. Например, сейчас есть муниципальные образования, в состав которых входят 3 поселения, а глава живет и работает в одном из них, а 2 поселения функционируют сами по себе. В этом случае при реализации нового федерального закона, наоборот, власть приближается к народу, и в каждом населенном пункте будет глава управы. Глава округа будет назначать глав поселений в каждом населенном пункте. Должны способствовать и повышению ответственности должностных лиц, которые будут заниматься этими задачами. И, конечно же, будет обеспечено должное финансирование решения вопросов местного значения. Не будет никакого распыления финансовых средств между уровнями бюджетной системы, между муниципальными районами и поселениями. Некоторые лоббируют создание городских округов на территориях городов. При создании городских округов путем выхода городов из состава муниципальных районов наступит реальный крах маленьких сельских поселений. Консолидация финансовых и человеческих ресурсов в городских округах неизбежно приведет к оттоку населения из сельских поселений и к исчезновению сельских поселений как таковых. Но при этом в оставшихся поселениях возникает необходимость в определении нового районного центра, куда переедут
все органы управления района. Также нужно учесть, что бюджет района будет формироваться по остаточному принципу от численности оставшегося населения. Поэтому, по словам общественников, этот вариант не подходит нашему региону. Мы сегодня концептуально одобряем в целом концепцию самого законопроекта. При этом у нас имеется предложение, которое будет оформляться в виде поправок при рассмотрении в режиме второго чтения. Законопроект очень важный. Мы считаем, что в этом законопроекте должны быть еще расширены полномочия субъектов Российской Федерации по решению вопросов местного значения. Каждое поселение имеет свою утвержденную стратегию развития, но на реализацию мероприятий этой стратегии у поселения отсутствуют финансовые средства. При принятии нового закона развитие каждого населенного пункта будет прописываться в стратегии развития округа с финансовым обеспечением. Мероприятия, прописанные в стратегии поселения, будут синхронизованы со стратегией развития округа, республики и федеральных программ. Да, есть мнение отдельных, так скажем, общественных каких-то деятелей, отдельных членов общества, что это якобы удар по демократии, что этого ни в коем образом нельзя делать и так далее, и так далее. Это может иметь какие-то сложные какие-то последствия. Я с этим категорически не согласен. Обычно, в основном, это говорят те люди, которые ни дня не работали в органах местного самоуправления. И я считаю, что и этот закон, если он войдет, значит, в жизнь, в силу, то может многое исправить и может многое поднять из той ситуации, в которой мы сегодня оказались. 15 января народные депутаты на пленарном заседании сформируют свои предложения и отправят их на рассмотрение в Госдуму. Переходный период на новую модель начнется с 2023 года и продлится до 1 января 2028 года. Евгений Тайтонов, Григорий Хлопков, Якутск. Ну а средства целевого капитала «Дети столетия» можно использовать по 8 различным направлениям. Их можно направить на семейный отдых по России, разместить в виде вкладов в кредитных организациях, застраховать жизнь и здоровье ребенка. Кроме того, целевой капитал, как и средства регионального материнского капитала, могут быть направлены на улучшение жилищных условий и ремонт жилья, образование ребенка, приобретение транспорта, развитие личного подсобного хозяйства, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники. Ребенку высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской и социальной реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том числе за пределами республики, включая оплату проезда и приобретение лекарственных препаратов. У невакцинированных переболевших COVID-19 может наблюдаться тромбоз центральной венной сетчатки, окклюзии центральной артерии сетчатки и увеиты. Об этом сообщил врач-офтальмолог Якутской республиканской клинической больницы Стефан Георгиев. Так, инфекция может сказаться на состоянии здоровья глаз больного и впоследствии привести к потере зрения. При этом у тех, кто вакцинировался, такие риски сведены к минимуму. Среди пациентов, которые вакцинировались, эти осложнения либо не встречаются, либо встречаются крайне редко. И вакцина достаточно хорошо может обезопасить всех нас от таких больших проблем. Если пациент имеет какие-то хирургические патологии, то есть, в частности, после трансплантации роговицы, например, есть определенные периоды, в которые стоит воздержаться от вакцинации, но это должен решать непосредственно лечащий врач пациента. Тем временем распространение вирусов и инфекций остается основной причиной возникновения лор-заболеваний у детей. Среди факторов появления таких болезней выявляют и сложный климат. О возможностях лечения в Национальном центре медицины узнавала Марферина Алексеева. Самыми распространенными заболеваниями являются риниты, отиты, острые синуситы, гипертрофия миндалин, аденоидов и перегородок. Сегодня у детей выявляется больше хронических заболеваний, патологий, в том числе врожденных. За последние годы рождаемость неслышащих детей увеличилась. Также очень распространены случаи запущенных воспалительных заболеваний, вследствие которых дети теряют слух. В связи с этим медцентр вот уже как более 4 лет проводит сложные слухоулучшающие операции. Теперь колихарную имплантацию можно провести, не выезжая в центральные города. Такие операции, как кохлеарная имплантация, наверное, слышали. Это когда глухой ребенок становится слышит
начинает слышать и может ходить в общеобразовательную школу. И если дети страдают хроническими отитами, это когда есть дырочка на барабанной перепонке, повреждены слуховые косточки, и вследствие чего ребенок плохо слышит. И вот мы оказываем эту слухоулучшающую операцию в условиях нашей республики, что очень удобно, потому что если ребенок вынужден ехать в центральные города, то есть ограничения. После проведения данной операции месяц ребенок должен находиться в Москве, в Санкт-Петербурге, что тоже является накладно иногда для семейного бюджета. Республиканский центр медицины помимо планового лечения стал оказывать экстренное лечение. Теперь специалисты медцентра принимают и лечат пациентов с острым воспалением. Оксана Алексеева после продолжительной болезни и лечения в городской поликлинике, не почувствовав улучшения, обратилась к врачу с симптомами тяжести на лице и не спадающей температурой. Сделав снимок, у Оксаны прогнозировали острый верхнечелюстной синусит, проще говоря, гайморит. Девочку экстренно госпитализировали. Было страшно, но как оказалось, это особо и не больно. Там с анестезией просто проколоть и нормально. Пила некоторые лекарства, и там тяпли для носа некоторые. Но мне кажется, надо было лучше лечиться. Сейчас, самочувствие нормальное. Вроде температуры нет, голова не болит, там, все нормально, нос не заложен. Сегодня отделение оснащено современной техникой, что позволяет проводить процедуры совершенно безболезненно и комфортно для пациентов. К примеру, эндоскопическая стойка или гибкий назофарингоскоп, благодаря которому исследование гортани детей и даже младенцев проводится без использования наркоза и анестезии. А помимо лечащих процедур, медцентр бесплатно планово проводит операции по исправлению лопоухости детям до 18 лет. Марфелина Алексеева, Владимир Павлов, Якутск. Пожар в жилом доме на улице Строителей в Алдане ликвидировали на площади 288 квадратных метров. Огнем поврежден дом по всей площади, погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 26 человек личного состава и 10 единиц техники Алданского пожарно-спасательного гарнизона. На месте происшествия работает дознаватель, предварительная причина возгорания, аварийный режим работы электросети, короткое замыкание в электрощитовой в одной из квартир. На данный момент устанавливают виновника и нанесенный ущерб. Также администрация Алданского района спланировала мероприятие по предоставлению жилья погорельцам. Ранее сообщалось, что с места происшествия пожарные эвакуировали 8 человек. А в Якутске выявляют сильнейших в русских шашках среди юношей. В Республиканском шахматно-шашечном центре проходит заключительный соревновательный день первенства Якутии. На турнир съехалось более 130 участников из 11 регионов. Соревнования проходят в 5 возрастных группах по швейцарской системе, согласно которой победу празднует тот участник, который набрал наибольшее количество очков по сумме проведенных встреч. Победители и призеры соревнований будут определены по итогам 3 заключительных туров. В ближайшее время в борьбу за лавры первенства вступят и девушки. Это первенство республики, самый важный турнир для наших детей. Из этого турнира формируется сборная команда нашей республики и проводится отбор на выезд в первенствах России. Наши дети хорошо выступают не только в стране, в России, но и в Европе, в мире. Они показывают хорошие результаты. Даже достигало, что наши дети завоевали до 200 медалей за год. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.